Приветствую всех! Меня зовут Раиса Зубарева, и вы на канале Движение за независимость Саха. Прошу вас, подписывайтесь на наш канал, а мы начинаем. И сегодня я бы хотела поговорить на очень печальную тему, обсудить очень печальное событие, которое произошло буквально пару дней назад в городе Якутск. Давайте сначала коротко о сути события. Значит, 27 июля трагически погиб 8-летний мальчик, гулявший возле дома номер 3 по улице Широких Полянских. Он катался там на самокате. При падении он случайно схватился рукой за алюминиевый провод, лежавший в луже, и получил смертельный удар током. Предварительно провод был оборван еще около недели назад во время грозы и нуждался в ремонте. Местные жители неоднократно жаловались, но реакции не было. Мальчик упал в лужу, когда пытался ее обойти. Потерял равновесие, написано здесь, да, в новости, и уже в падении вытянул руки, прикоснувшись к оголенному проводу, находящемуся под напряжением. Сразу же после случившегося было возбуждено уголовное дело по статье 109, часть 2 Уголовного кодекса, то есть смерть по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. Прокуратура Якутска и Следственный комитет проводят проверки, устанавливаются причины, реакция коммунальных служб, возможная ответственность Якутскэнерго, управляющей компании и мэрии. То есть подтверждено, что смерть наступила от электротравмы. Провод оказался частью линии, поврежденный еще около недели назад во время грозы. Он не был отключен. Глава города Евгений Григорьев выразил соболезнования, поручил оказать семье помощь в организации похорон, а также усилить меры по устранению аварийных и потенциально опасных ситуаций, проверять опоры, провода, растительность и так далее. Тетя погибшего мальчика Турхана рассказала, что лужа была довольно большой. Мальчик хотел ее обойти, но упал. Она отметила, что даже взрослый человек едва бы заметил его в грязной воде. Ну, мы все видели кадры со двора этого дома по Широких Полянских, и мы видим, что там лужа. Огромная лужа грязная. И по, значит, свидетельствам очевидцев, соседи рассказывали, да, снимали видео, они говорили, что провод висел без внимания коммунальщиков почти неделю. Кто несет ответственность? Значит, ответственность, поскольку смерть произошла из-за того, что должностные лица или организации не выполнили свои обязанности, предполагаемые ответственные — это Якутскэнерго, владелец линии электропередачи, от которой оторвался провод. Если ЛЭП находился в их обслуживании, они должны были своевременно устранить обрыв или обесточить линию. Также виновным может быть управляющая компания или ТСЖ, если участок этого двора, где находилась линия электропередачи, находилась на балансе управляющей компании. Вот, насколько, ну, она должна была, если этот дом все-таки находился на балансе управляющей компании, управляющая компания должна была обеспечивать безопасность территории, включая контроль за опасными элементами, особенно вблизи домов. Но управляющая компания, да, должна была отреагировать. Но, насколько мы знаем из, опять же, данных последних, этот дом находился на непосредственном управлении. То есть этим домом управляли сами жильцы. Никакой ТСЖ там не было, тем более не было управляющей компании у этого дома. И тем не менее, муниципалитет или Якутскэнерго, кто-то должен был отреагировать на то, что такой опасный провод находится рядом с домом. Скорее всего, люди жаловались, звонили и в Якутскэнерго, и в муниципалитет, и никто из них не ответил. И муниципалитет, то есть мэрия, она должна была все равно отреагировать на их обращение. И Якутскэнерго, и муниципалитет, они
все должны были отреагировать на сообщения граждан, потому что это контроль за безопасностью. Мэрия также отвечает за состояние дворов. Любая дорога в нормальном городе, дворовая даже дорога, да, которая находится внутри дворов, они должны быть асфальтированы. Кто-то писал, что вот грейдером не прошли по дороге. Да какой грейдер? Должен быть асфальт. Асфальта нет. Тем более, насколько я понимаю, в этом дворе вот эта вот лужа, в которую мальчик упал, она вообще многолетняя. Она очень похожа на ту лужу, которая была, значит, в моем переулке, где я жила в детстве. Там была многолетняя лужа, никто ее не откачивал, никто ей не занимался, и она все время там была. У меня такое ощущение, что она там была и зимой, и летом. Вот в этом дворе по Широких Полянске, скорее всего, тоже такая же ситуация. Дальше, возможно, здесь вина диспетчера, который принимал звонок. Человека, который, возможно, не передал сигнал о том, что небезопасно находиться в этом дворе, что висит провод, значит, в организацию вышестоящую. Да? Так что мы сейчас ждем результаты расследования. На сегодняшний момент имена значит, конкретных виновников еще пока не названы. Никому официально объявление не было предъявлено. Однако, судя по всему, под следствием окажутся сотрудники как раз-таки Якутскэнерго. Якутскэнерго, которые могли сделать и не сделали, не обесточили участок, не поставили там ограждение, не указали каким-то другим способом, да, ленточку там не повесили, чтобы люди там не ходили, и не выехала какая-то аварийная бригада. Что, значит, предприняли у нас официальные власти? Григорьев выразил соболезнования, заявил о личном контроле и еще раз, да, дал поручение проверить все опоры ЛЭП, провода, дворы и устранить любые угрозы. Интересно, да, как получается? У нас власть начинает шевелиться только тогда, когда происходит трагедия. И так во всем, абсолютно во всем, только тогда, когда происходит трагедия. Опять же, возьмем ближайший пример, это Аймиконская трагедия, где люди, значит, хозяйство и животные, все попало под воду, под наводнение. Только тогда приехали власти, и только тогда опять заговорили о том, что им надо укреплять берега. До того, значит, до того, как случилось это наводнение, никто ничего и не сделал. Пальца не ударил, да? Назначена, значит, дальше возвращаемся к нашему делу. Назначена прокурорская проверка. Проверяется, были ли на самом деле обращения жителей, кто их принял, почему не было реакции. Сразу же после трагедии, насколько мы знаем, опасный участок обесточен. Провод они наконец-то убрали. И начали вот эти проверки, о которых говорил глава города. В социальных сетях, конечно же, была волна возмущения. Люди публиковали фотографии, видео с подобных опасных мест. С тех мест, где также очень опасно висят провода. И кто-то предложил создать публичную карту обращения опасных мест и ввести систему моментального реагирования на жалобы граждан. К сожалению, такой системы моментального реагирования у нас нет до сих пор в Якутске. В Якутске проживает больше 400 тысяч человек. И такой системы нет, к сожалению. Да? И дворы у нас находятся в отвратительном состоянии. И Якутскэнерго у нас не работает. Теперь о самом главном. Почему так происходит? Давайте просуждаем. Что такое Якутскэнерго? Якутскэнерго – это очень крупная компания, которая занимается электроэнергией, поставкой электроэнергии в город Якутск. Ну и не только в город, да, но сейчас мы конкретно говорим о городе. Это очень крупная компания с многолетней вообще историей.
Давайте мы сейчас опустим тот факт, что с компанией происходит в последнее время. Вот о ее реорганизации, о том, что ее вот будут передавать, ее уже передали, о том, что еще, в общем, что-то какие-то юридические изменения будут происходить, да. Давайте откроем, значит, доходы компании за прошлый год. Выручка Якутскэнерго в 2024 году снизилась более чем на 3% и составила 36,16 миллиардов рублей. Чистый убыток компании равен 9 миллиардам 39 миллионам рублей. Это говорит о том, что у компании просто нет денег. У компании нет денег. Управляют ею люди, которые не могут управлять так, чтобы у компании были деньги. Или это связано с тем, что просто нет денег у республики, которая могла бы профинансировать Якутскэнерго. Ну, это вот такая, это такая системная, значит, проблема. Айсен Николаев потом, значит, подтвердил, что да, убыток большой, но он может достигать 15-20 миллиардов рублей из-за тарифной неурегулированности. Проблема связана с тем, что тарифная политика не обеспечивает покрытие затрат на эксплуатацию и ремонт инфраструктуры. Почему, значит, проблемы с тарифной политикой? Тарифы не могут быть повышены до бесконечности. Жители малонаселенных регионов не способны платить больше, говорит Айсен Николаев. Отсюда существенная недосборность выручки, дефицит ресурсов на техобслуживание и обновление сетей, что прямо влияет на безопасность и, значит, на аварии. Ну и вот, нет денег, нет, значит, своевременного ремонта, нет замены линий, нет модернизации оборудования. Оборудование у нас еще с прошлого века, да, если не с середины прошлого века. Вот те провода, которые висят на Широких Полянских, ну понятно же, что это еще прошлый век, да, эти опоры устанавливались, и эти провода протягивались еще в прошлом веке. Большая часть сетей требует обновления, но финансирования нет, активы все изношены. Вот. В 2023 году на капремонт было выделено чуть более 3 миллиардов рублей. И что, конечно же, мало, да, для того, чтобы охватить всю сеть. Значит, здесь еще отсутствует автоматизация. Нет защитных автоматических систем, отключающихся при обрыве или при коротком замыкании. У мэрии, кстати, тоже нет денег для того, чтобы закатать все дворы Якутска в асфальт. Ну и что получается? У Якутскэнерго денег нет, у мэрии денег нет. А где все деньги? Больше 2 триллионов валовый продукт региональный, республиканский. Где внутренний валовый продукт республиканский? Больше 2 триллионов рублей. Где все деньги? Почему изношенные сети и ничего не меняется? Правильно пишут в комментариях, что все деньги ушли на войну. Все деньги уходят на войну. Давайте посмотрим, какой у нас военный бюджет. Вот что пишет Deutsche Welle. Общие расходы России на оборону в 2024 году выросли на 42%. Составили больше 13 триллионов рублей, что эквивалентно 462 миллиардов долларов, значит, по паритету покупательской способности. В 2025 году российские военные расходы вырастут на 13,7% до 15,6 триллионов рублей. Это соответствует 7,5% от российского ВВП или почти 40% всех федеральных расходов. У Польши, насколько я знаю, 4,5% расходов на военную промышленность, на оборонку. И это только в последние 3 года настолько выросло, да, настолько выросли расходы. У России 7,5%. Это огромное количество денег. И все это тратится на
На что? На войну в Украине. Это не тратится на то, чтобы наши дети не гибли, да, не погибали в лужах. Потому что у кого-то денег не хватило прийти и модернизировать сеть. Не так давно Мишустин на этом питерском форуме экономическом сказал, что Россия входит в 4 крупнейших экономик мира. Но Якутия вроде бы, да, Республика Саха, это вроде бы Россия. Крупнейшая экономика мира у нас. В прошлом году, по словам Мишустина, значит, рост валового внутреннего продукта составил 4,1%. Это в разы больше, чем в среднем у развитых стран. Да? Однако здесь в Польше я не припоминаю таких случаев, когда бы дети гибли в лужах от того, что в грязной луже скрыт оголенный провод под током. В каком-нибудь другом государстве европейском, да, развитом, тоже таких случаев, скорее всего, нет. А в России сплошь и рядом. ВВП по итогам 2024 года, по словам Мишустина, преодолел отметку в 200 триллионов рублей в номинальном выражении. Да, но если мы такие богатые, то проблема может быть в том, что у нас некомпетентное управление. То есть помимо всего того, что происходит, помимо всех тех несвобод, запретов, наша страна еще чисто технически очень плохо управляется. Может быть, проблема в этом? Зачем нам вообще тогда нужно такое руководство, которое не может управлять этим государством огромным? Вот. Зачем нам Айсен нужен, да, который не может управлять этой республикой? Зачем нам мэр Женя нужен, который не может привести дворы своего города, которым он занимается, управляет, в порядок? Они не могут защитить детей, значит, от таких случаев, зато они прекрасно могут эксплуатировать детей в этой войне. Они наряжают детей в пилотки, заставляют их учиться собирать, разбирать автоматы, рассказывают о том, какая Украина, значит, плохая, рассказывают о том, какие НАТО плохие, какой Евросоюз плохой, и во всех их бедах, значит, виноваты укропы, как они говорят, да, и НАТО. Занимаются такой показухой, привлекают детей участвовать в этой войне, а обеспечить их безопасность они не могут, не хотят. Гибель ребенка – это халатность, и виноваты в этом и Якутскэнерго, и, я считаю, в первую очередь мэрия, которая абсолютно халатно относится к своим обязанностям. Двор, где ребенок погиб, он неблагоустроенный, асфальта нет, лужи – это следствие, конечно, бедности. Я понимаю, что у мэрии может не быть денег. Однако, если страна тратит огромное количество денег на пропаганду войны, в том числе привлекая детей, то у этой страны, скорее всего, должны быть деньги и на то, чтобы обустроить каждый двор в городе Якутск. Вот. А если она этого не делает, то ей это не нужно. Да? Правильно я понимаю? Ей это не нужно. Если у нас, там, я не знаю, все дети погибнут в лужах, да, подобным образом, любым другим способом, да, от того, что мэрия халатно относится к своим обязанностям, или у мэрии нет денег, да, и российскому правительству от этого не будет ни холодно, ни жарко, им все равно. И все это закончится только тогда, когда закончится война, когда Путин уйдет от власти, и когда с России постепенно будут сниматься санкции. Вот. Хорошо республика заживет, будет благоустраивать свои дворы, свое жилье, переселять людей из аварийного жилья в благоустроенное жилье, вообще заниматься благоустройством города только тогда и республики всей, когда республика обретет независимость. На этом, пожалуй, все. Очень скоро мы снова увидимся. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Вы этим очень поможете продвижению нашего канала. Всем спасибо. До свидания.